Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре пятница, 11 февраля. Получить помощь врача по телефону. В Чебоксарах работает единый региональный дистанционный консультативный центр. Он расположился на базе детского технопарка «Кванториум». Как организована работа, показали главе Чувашии. Здесь собраны врачи-специалисты узкого направленности, но при этом имеют медицинское образование и за счет очень кратковременной переподготовки могут вести консультации, профессиональные консультации для людей. Очевидно, это имеет очень важное значение. Так, центр позволит снизить нагрузку на амбулаторное звено системы здравоохранения. Здесь развернуто 15 автоматизированных рабочих мест. Врачи работают в 2 смены. Получить помощь специалистов можно с 8 утра до 8 часов вечера. С начала недели в центр уже поступило более 140 звонков. Помимо консультаций, людей интересует возможность вызова врача на дом, открытие больничных и ПЦР-диагностика. Следующая неделя начнется с весьма красивого и романтичного праздника – Дня всех влюбленных. Кстати, в столичном парке имени Николаева можно устроить настоящую фотосессию. Там появилась тематическая фотозона. Также можно принять участие в акции «Большая любовь маленького парка». Для этого нужно сделать фотографию, выложить ее на свою страничку в Инстаграм, отметить аккаунт парка и поставить одноименный хэштег, после чего организаторы будут делиться вашими снимками в сторис. Каждую пятницу мы показываем в нашем эфире фото и видео народных корреспондентов. Что же интересного жителям Чувашии удалось запечатлеть на этой неделе? На этой неделе на дорогах не везло столичным бригадам скорой помощи. В понедельник один из автолюбителей столкнулся со служебной машиной на улице Ленинского комсомола, а на следующий день авария произошла на улице Гладкова. По словам очевидцев, в обоих случаях у машин с медперсоналом работали мигалки и сирена. В Новочебоксарской роще появились снежные смайлики разных размеров и формы. Одни бросаются в глаза сразу, а другие спрятаны среди сугробов. Такие арт-объекты неизменно дарят улыбки всем посетителям. Каждую неделю мы рассказываем нашим телезрителям про чебоксарский период безнадзорных животных «Право на жизнь». Знакомим вас с его подопечными в надежде, что кто-нибудь откликнется и подарит питомцам дом. Наш сегодняшний герой уже отчаялся найти хозяина. Не 1 год он живет в закрытом вольере. Хотя кличка у него по-настоящему дворянская – Граф. Так волонтеры приюта собаку назвали неспроста. Признаются, что все его повадки говорят сами за себя. Граф очень сдержанный и знает себе цену. Поэтому лишний раз не будет бегать по пустякам и лаять без причины. Вообще прогулки с ним – одно удовольствие. Граф, смотри сюда. Красавчик. Граф, иди сюда. Граф, ну иди, ну подойди. Иди. Ты умничка. Хороший. Очень хороший мальчик. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».